В эфире новости, с вами Марфирина Алексеева. Приветствую. В начале выпуска коротко о главных темах. В Якутии остается двухуровневая система местного самоуправления, о причинах неперехода на новый механизм и что еще нужно решить властям. В Вилюйске высадили яблоневые сады, об экологическом проекте. В Верхневилюйске провели республиканский турнир по пулевой стрельбе. Подробнее о соревновании. В Якутии проверили информацию о разливе нефти на реке Колыме. Место предполагаемого разлива осмотрели представители администрации Среднеколымского района и специалисты Роспотребнадзора. Днем 29 сентября в социальных сетях Якутии распространилась информация о разливе нефтепродуктов на реке Колыме в Среднеколымском районе. Также в диспетчерскую службу поступило сообщение от капитанов судов об обнаружении нефтяного пятна на реке Колыме в районе от пирса нефтебазы до пирса с водозабором номер 4. Место предполагаемого загрязнения проверили, нефтяное пятно не обнаружено. Страховые пенсии россиян планируют увеличить на 7,6%. В следующем году их проиндексируют один раз, 1 января. В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится на 2000 рублей и достигнет 27 тысяч рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Всего на выплаты пенсий планируют направить почти 13 триллионов рублей. Также с 1 февраля 2026 года будут увеличены социальные выплаты. По прогнозам, их повышение составит 6,8%. Конституцию Республики Саха приведут в соответствие с федеральным законодательством. Глава Якутии провел заседание Конституционной комиссии. Участники совещания рассмотрели проект закона, предусматривающий изменения в части организации публичной власти. Инициатива направлена на приведение основного закона в соответствии с федеральным законодательством. Проектом Конституционного закона предлагается внести изменения в статьи 22, 72, 76, 97, 100 и 101 Конституции Республики Саха в связи с включением органов МСУ в единую систему публичной власти, уточнить отдельные полномочия главы Якутии, а также положение о получении основного образования. В Якутии остается двухуровневая система местного самоуправления. Об этом мы сейчас недавно сказали. Несмотря на общероссийскую тенденцию перехода на одноуровневый механизм, в республике сохраняются администрации муниципальных районов наряду с городскими и поселковыми. В числе причин глава Якутии назвал традиции и сложившуюся систему, а также удаленность многих населенных пунктов от районных центров. Теперь республике предстоит решить, как будут определяться руководители местного самоуправления. По словам Айсена Николаева, общественность выступает за отмену прямых выборов. Это значит, что главы районов, поселков и наследников будут избираться местными советами депутатов. Конечно, существенно возрастет роль депутатов и поселкового совета, и улусного совета депутатов. Избрания глав у нас не будет. Именно по представлению вышестоящей должности главы республики внесет свою кандидатуру, которую именно на уровне депутатского корпуса, именно районного совета депутатов будут избираться главы муниципальных районов. Новоизбранные главы районов республики встретились с Айсеном Николаевым. Глава республики поставил несколько задач: повысить уровень жизни населения районов, большее внимание уделить участникам СВО и их семьям, а также усилить работу по социальным направлениям. В их число входит строительство социальных объектов, работа над сельским хозяйством и увеличение собственного производства. У нас по сельскому хозяйству есть наметки по направлениям скороспелых направлений, чтобы производство наращивали. Так, еще есть по производству строительных материалов. Например, мы добываем здесь в Сунтарах циолит, и по этому направлению начали производство блоков от циолита и начали строить с этого циолита дома.
День приемных семей отметили в Якутске. Более 60 семей со всей республики посетили мероприятие. Организатором выступила Ассоциация приемных семей республики, которая работает на протяжении 36 лет. За время своей деятельности организация помогла более 1000 детей в поиске дома. В настоящее время ассоциация курирует 656 детей. Их воспитывают 235 приемных семей. С каждым годом количество желающих взять на воспитание ребенка растет. Мы второй раз проводим День приемных семей в Республике Саха-Якутия. Торжественная часть сейчас идет, и после будет концерт приемных семей от республики. Со всей республики собрались семьи. Это первое социально значимое мероприятие для нас, потому что мы объединяемся, приемные семьи, родители, дети между собой знакомятся, и выпускники приемных семей нам тоже очень помогают в этом. Проектная команда студентов автодорожного факультета СВФУ разработала прототип защитно-обогревательного устройства для автомобилей. Разработка направлена на решение актуальной проблемы зимней эксплуатации машин в условиях Якутии. Устройство объединяет функции портативного гаража и защиты двигателя, но при этом изготавливается из полимерных материалов, что делает его более удобным и экологичным по сравнению с традиционными металлическими конструкциями. Он будет из полимерного материала, да, и он может заменить и брезент, да, который накрываем зимой. И, конечно же, она будет, если мы планируем установить на нем нагревательный элемент. То есть этот проект, пока мы прорабатываем, этой зимой тоже мы проведем эксперименты. Да. Если этот проект реализуется, каждый автомобилист будет использовать это, да, допустим, тогда это уже будет исключено установка автозапуска. Во Владивостоке прошло посвящение в первокурсники для студентов из Якутии. В этом году праздник совпал с Днем государственности республики Якутии и стал по-настоящему значимым событием. Подробнее в материале Лианы Осиповой. Ежегодно якутское землячество Кескиль устраивает для новичков торжественное посвящение. Студенты готовятся к нему заранее. Придумывают насыщенную программу, список активностей и творческие номера. Чтобы вместить сотни участников, арендуют базу отдыха, где можно и разместиться, и устроить праздничный ужин, приготовленный своими силами в общежитиях. В программе спортивные и интеллектуальные игры по станцам, творческие конкурсы и традиционный вечер у костра под гитару. Сейчас у нас проходит наше ежегодное мероприятие посвящение первокурсники для студентов из Якутии. В этом году мы приучили его к Дню государственности. У нас каждый год проходят игры по станциям, и именно в этом году в связи с Днем государственности мы добавили одну станцию, получается, да. Постоянное представительство республики активно сотрудничает с землячеством в Владивостоке. Его сотрудники не только поддерживают студентов, но и помогают в их адаптации и социализации. В этот раз в программу игр по станциям впервые включили викторину, проверяющую знания о родной земле. Наше мероприятие посвящения первокурсников ровно попало в День государственности Республики Саха-Якутия, нашей родины. Поэтому мы очень гордимся этим. И было бы неправильно не посвящать этот праздник именно этому нашему традиционному празднику. Поэтому в связи с этим мы придумали станцию, посвященную именно Дню государственности. Это викторина, то есть викторина состоит из 10 вопросов. И получается, команда должна ответить на них все правильно. Если правильно не отвечают, то они должны приседать. И, конечно, если они не знают, то мы им дополнительно рассказываем, чтобы они знали о Якутии больше. Финалом праздника стало подведение итогов и награждение победителей игр, а также яркий салют. Первокурсники торжественно произнесли клятву студента, а завершился вечер зажигательным рейвом под открытым небом. Лиана Осипова, Владивосток.
Весной 2020 года в Вилюйске стартовал проект «Яблоневые сады Победы». Организатором проекта выступил экологический фонд «Зеленый пояс Вилюя». Проект фонда был посвящен 75-летию Великой Победы, а на днях в честь 80-летнего юбилея Великой Победы экологическим фондом торжественно заложены яблоневый сад Победы с проведением водопровода на территории Вилюйского лесничества на сквере Героя Советского Союза леснику Николаю Степанову. История фонда «Зеленый пояс Вилюя» в районе началась в 2013 году и носит имя Дмитрия Макарова, долгие годы плодотворно работающего директором Вилюйского лесхоза, депутата районного совета многих созывов. Всего высажено 118 саженцев цветущих кустарников. Суть проекта «Яблоневого сада Победы» – это озеленение памятных мест с проводкой поливочного водопровода, чтоб не превалировал принцип «посадил и забыл», а также пропаганда озеленения территории новыми методами озеленения. Санкт-Петербургский хор академической капеллы откроет 15-й международный фестиваль «Северное сияние» в Якутске. В программе концерта духовная музыка 18 и 20 веков, а также русские песни и романсы. Выступление пройдет под управлением Николая Курбатова, главного дирижера певческого коллектива. Открытие музыкального фестиваля состоится 1 октября в Государственном театре оперы и балета Республики. Уже приехал к вам репетировать, а через 2 дня ко мне присоединится старейший русский хор «Певческая капелла Санкт-Петербурга». Вот она сейчас собирает вещи и буквально через 1,5 суток окажется здесь. Не совсем в полном составе, чуть-чуть нас меньше, чем мы обычно выступаем, но тем не менее десант достаточно внушительный, вместе с солистами нас 53 человека. В Верхневилюйске провели республиканский турнир по пулевой стрельбе, посвященный столетию со дня рождения Анисима Прокопьева. Он был снайпером, участником Великой Отечественной войны, отличником здравоохранения СССР, заслуженный работник культуры ЯССР, талантливым ювелиром и скульптором. Этот турнир проводится 2-й раз спустя 10 лет, соревнуются по видам белка ВПП, куропатка ВП-микс и абсолютное первенство в разных возрастных категориях. Этот вид спорта объединяет людей самых разнообразных профессий, развивает дисциплину, координацию и внимание. Всего 50 участников. Занимаюсь я с этого года с матой, занимаюсь у Лаврентия Владимировича. В техникуме учусь и узнала, что есть такой вид спорта, и начала заниматься. Я раньше этого не пробовала, тут впервые попробовала и прям понравилось. До встречи в эфире.